Личный врач приходил тайно, всегда после полуночи, когда коридоры немецкой клиники пустели, и только дежурные сестры скользили бесшумными тенями между палатами. Ни один диагноз не попадал в официальные документы той весной 2008 года. Но существовал список — 37 наименований препаратов, которые заказывали для него из 3 разных стран, и этот список до сих пор хранится в архиве клиники под грифом, закрывающим доступ родственникам. Когда мы впервые увидели копию этого перечня, первый вопрос возник сам собой. Зачем писателю, официально лечившемуся от пневмонии, нужны были лекарства, которые применяют при совершенно других состояниях, о которых его семья не знала ничего? 6 препаратов из этого списка в Германии выдают только по специальному разрешению. 3 из них способны вызвать необратимые изменения в организме, если их комбинировать неправильно. Что скрывали врачи Нюрнбергской клиники? И главное, что именно происходило с телом 79-летнего Чингиза Айтматова в те последние недели, когда мир еще верил, что великий писатель просто лечит воспаление легких? Нюрнберг встретил его дождем. Серый, методичный немецкий дождь, который здесь не прекращается неделями. Словно небо решило смыть что-то важное, но не может остановиться. Айтматов прилетел в конце мая, когда в Бишкеке уже начиналось жаркое лето, когда горы Алатоо сбрасывали последние снега, и город наполнялся запахом цветущих яблонь. Он улетал из весны в серость, из света в клиническую белизну, которая очень скоро станет последним цветом в его жизни. Сопровождали его двое — жена Мария и личный помощник, которого в документах называли просто «сопровождающее лицо». Имя засекречено до сих пор, что само по себе странно для обычной медицинской поездки. В аэропорту их встречала машина с затемненными стеклами. Не скорая, как можно было ожидать, а черный седан без опознавательных знаков. Клиника располагалась не в центре, а на окраине. Тихий район, где старые немецкие дома соседствуют с новыми медицинскими центрами, построенными после объединения Германии. «Здесь лечат тех, кто не хочет огласки», — сказал нам бывший сотрудник, проработавший в этой клинике 12 лет. Политики, бизнесмены, люди, чьи болезни не должны становиться достоянием прессы, все они приезжали сюда, в этот тихий район, где никто не задает лишних вопросов. Айтматов получил палату на 3-м этаже. Окна выходили во внутренний дворик, туда, где никакая камера с улицы не могла бы снять происходящее. Первые 3 дня прошли спокойно, настолько спокойно, что жена даже позволила себе съездить в город, купить нормальную еду вместо больничной. Писатель читал, просматривал рукописи, разговаривал по телефону с издателями в Москве. Обычная жизнь человека, который временно отошел от дел, чтобы подлечить здоровье. Врачи улыбались, анализы показывали улучшения, медсестры говорили, что все идет по плану. Но на 4-й день что-то изменилось. Мария не может точно объяснить, что именно, просто вошла утром в палату и увидела мужа другим. Взгляд стал отсутствующим, движения замедленными, словно кто-то незаметно подкрутил регулятор и перевел жизнь в режим замедленной съемки. Когда она спросила врачей, те ответили стандартной формулой. Реакция на лечение — это нормально, организм адаптируется. Но она видела — это не адаптация, это было что-то другое. Ночью 4-го дня, точнее уже глубоко за полночь, около 3 часов утра, в палату пришел человек, которого Мария не видела раньше. Человек в белом халате, но без бейджа, без представления, без объяснений. Он просто молча проверил капельницу, что-то записал в планшет и ушел. Когда утром она спросила дежурную медсестру, кто это был, та удивилась. В 3 часа ночи? Нет, наш дежурный врач в это время был на другом этаже. Мы никого не посылали. Запись с камер наблюдения в коридоре за эту ночь, как выяснилось позже, была случайно стерта из-за технического сбоя. Совпадение? Или первый признак того, что в истории болезни Айтматова происходило что-то, выходящее за рамки обычного медицинского протокола? С этой ночи состояние писателя начало стремительно ухудшаться.
Не постепенно, как бывает при хронических заболеваниях, а резко, словно кто-то нажал кнопку ускоренного воспроизведения. Легкие, которые, по словам врачей, шли на поправку, внезапно начали отказывать. Почки, о проблемах с которыми раньше никто не упоминал, перестали справляться. Сердце билось с перебоями. За неделю 79-летний мужчина, приехавший в клинику со стандартной пневмонией, превратился в умирающего старика, цепляющегося за жизнь всеми доступными медицине способами. Персонал начал меняться. Прежних медсестер заменили новые лица, молчаливые, сосредоточенные, не вступающие в разговоры. Лечащий врач, который изначально курировал случай, внезапно уехал на конференцию, и его заменил другой специалист. Человек, который представился просто как доктор Вернер, без имени, без регалий. Когда родственники попытались найти информацию о нем в реестре немецких врачей, выяснилось, что докторов с такой фамилией, работающих в Нюрнберге, числится 8 человек, и ни один из них не подходил по описанию. Кто лечил Чингиза Айтматова в последние дни? Почему медицинская документация той недели содержит пустоты, целые дни, когда не было сделано ни одной записи о состоянии пациента, хотя протокол требует ежечасного мониторинга критических больных? 10 июня 2008 года в 2 часа 40 минут дня Чингиз Айтматов перестал дышать. Официальная причина – полиорганная недостаточность на фоне осложненной пневмонии и хронической почечной недостаточности. Красивая медицинская формулировка, за которой может скрываться все, что угодно. Его тело готовили к репатриации, долгий путь домой, в Киргизию, где его должны были похоронить в Ата-Биите, мемориальном комплексе, где покоятся выдающиеся сыновья народа. Но перед тем, как гроб запечатали, произошло нечто странное. Представитель посольства Киргизии попросил провести дополнительное вскрытие, независимую экспертизу. Немецкие власти отказали. Мотивировка. Причина смерти установлена, дополнительные процедуры нецелесообразны. Почему посольство настаивало? Что вызвало подозрения у киргизских дипломатов, которые обычно не вмешиваются в медицинские дела? Можно ли было спасти писателя, если бы кто-то задал правильные вопросы раньше? За 22 дня до того, как сердце Айтматова остановилось в Нюрнберге, в его дом в Бишкеке пришел посетитель. Поздний вечер, почти 11 часов. Время, когда писатель обычно уже не принимал гостей, предпочитая вечернее уединение с книгами или рукописями. Но этот визит не был запланирован и, судя по воспоминаниям соседей, не был желанным. Охранник на входе в резиденцию позже скажет, что гость приехал на машине без номеров. Точнее, номера были, но закрыты грязью так тщательно, что прочитать их было невозможно даже при свете фонаря. Личность этого человека до сих пор не установлена, хотя служба безопасности президентской резиденции, Айтматов в то время занимал должность посла Киргизии в Европе и имел соответствующий статус, должна была регистрировать всех посетителей без исключения. В журнале за ту ночь стоит прочерк. Просто прочерк, словно никого не было, словно старый писатель сидел один в своем кабинете и смотрел в окно на ночной Бишкек, на огни, стелющиеся по склонам гор. Но соседка по дому, Раиса Ивановна, пенсионерка, страдающая бессонницей и проводящая ночи у окна с книгой и чаем, видела отчетливо. Из машины вышел мужчина в темном костюме, средних лет, спортивного телосложения, с дипломатом в руке. Встреча длилась 40 минут. Раиса Ивановна засекла время, потому что привыкла следить за жизнью дома, за тем, кто приходит и уходит. Такова привычка человека, прожившего 80 лет в стране, где внимательность иногда спасала жизнь. Когда посетитель вышел, дипломат в его руке был пуст. Она видела, как тот небрежно болтал пустым кейсом, садясь в машину. Значит, что-то осталось у Айтматова. Документы, деньги или нечто другое, то, что через 22 дня превратит здорового, хоть и немолодого человека, в умирающего пациента немецкой клиники. После отъезда гостя в окнах дома Айтматова свет горел до рассвета, и Раиса Ивановна клянется, что видела силуэт писателя, мечущийся по кабинету. Не спокойное чтение, не работу над текстом,
а именно метание человека, который внезапно узнал что-то страшное, что-то непоправимое. Утром Айтматов выглядел осунувшимся. Помощница, приходившая убираться 3 раза в неделю, заметила, что в пепельнице лежала целая гора окурков. А писатель бросил курить 20 лет назад после первого сердечного приступа. Значит, этой ночью он вернулся к старой привычке, той, что спасает от невыносимого напряжения. В мусорном ведре она нашла обрывки бумаг. Кто-то методично рвал документы на мелкие части, настолько мелкие, что восстановить текст было невозможно. Она собрала эти клочки в пакет, думала выбросить, но что-то заставило ее сохранить. Женская интуиция, предчувствие, что эти бумажные ошметки еще понадобятся. Пакет хранился у нее дома 3 года, пока не приехали люди из архива Айтматова, собиравшие материалы для биографии. Эксперты попытались восстановить хотя бы фрагменты, современные технологии позволяют многое, но результат оказался странным. Текст был напечатан на машинке советского образца, латинским шрифтом, смесь немецкого и английского языков, и содержал медицинские термины, названия препаратов, какие-то цифры. Зачем литератору, писателю, человеку слова нужны были медицинские документы на иностранном языке? Связь с Нюрнбергом напрашивается сама собой. Через 22 дня он окажется именно там, в клинике, где ему будут вводить именно препараты, некоторые из которых упоминались в тех разорванных бумагах. Совпадение? Или Айтматов уже тогда, в ту ночь после визита незнакомца, знал, что произойдет? Может быть, ему дали выбор, и он выбрал смерть вдали от дома, в стерильной немецкой клинике, вместо чего-то худшего. Эта версия звучит параноидально, как сюжет шпионского романа. Но когда начинаешь складывать факты — ночной визит, разорванные медицинские документы, внезапная поездка в Германию, странности в клинике — картина выстраивается пугающая. Связи между людьми — вот что всегда выдает заговор. Начинаешь тянуть за одну ниточку, и вдруг вся сеть разворачивается перед глазами. Ночной посетитель приехал не просто так. Он был звеном в цепи, которая связывала Бишкек с Нюрнбергом, киргизскую политику с немецкой медициной, литературу с геополитикой. Айтматов в 2008 году занимал деликатную позицию. Посол в странах Бенилюкса и представитель при Евросоюзе, человек, который имел доступ к высшим эшелонам европейской власти, тот, кому доверяли секреты, тот, кто мог влиять на решения. В Киргизии в то время назревал очередной политический кризис. Президент Бакиев укреплял личную власть. Оппозиция готовилась к протестам, которые через 3 года приведут к революции и свержению режима. Айтматов был фигурой символической. Писатель, чье слово имело вес, человек, к которому прислушивались и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Что, если он знал слишком много? Что, если готовился сказать что-то, что разрушило бы чьи-то планы? Мотивы всегда упираются в власть и деньги. После смерти Айтматова в Киргизии произошли интересные изменения. Его пост посла остался вакантным почти год. Редкость для такой значимой должности. Когда, наконец, назначили преемника, это был человек из ближнего круга президента Бакиева, лояльный, управляемый, не обладающий международным авторитетом покойного писателя. Совпадение? Фонд имени Айтматова, созданный для продвижения его литературного наследия, получил щедрое финансирование от правительства. Но с одним условием. Все публикации и мероприятия должны были согласовываться с администрацией президента. Память о писателе превратили в инструмент пропаганды, а его слова стали цитировать выборочно, вырывая из контекста, используя для оправдания политики, которую сам Айтматов, возможно, не одобрил бы. Кому было выгодно, чтобы живой, неудобный, думающий Айтматов исчез со сцены именно весной 2008 года? Кто был тот ночной посетитель? И что осталось от его визита, кроме разорванных документов и бессонной ночи великого писателя? Деньги. Всегда возвращайтесь к деньгам, если хотите понять, кто стоит за преступлением. В случае с Айтматовым денежный след ведет в 3 направлениях, и каждая из них открывает дверь в темную комнату, где правда прячется за балансовыми отчетами и банковскими переводами.
Первое направление – сама клиника в Нюрнберге, медицинский центр, специализирующийся на лечении VIP-пациентов и имеющий репутацию последнего шанса для тех, кому отказали другие госпитали. Стоимость лечения в таких местах исчисляется десятками тысяч евро в неделю. И возникает вопрос – кто платил? Официально счета оплачивало посольство Киргизии через программу медицинского обеспечения дипломатов. Стандартная процедура, ничего подозрительного. Но когда журналисты киргизского издания «Фергана» запросили копии финансовых документов, выяснилось интересное. Сумма, переведенная на счет клиники, в 3 раза превышала обычную стоимость лечения пневмонии, даже осложненной. Куда делись остальные деньги? Официальное объяснение – дополнительные процедуры, консультации специалистов, экспериментальное лечение. Но список этих процедур никогда не был опубликован, а запросы родственников на детализацию счетов игнорировались под предлогом врачебной тайны. Есть свидетельство одного из киргизских дипломатов, работавших в Брюсселе в то время. Человек, пожелавший остаться анонимным, сказал в интервью через 10 лет после событий: «Мы знали, что сумма странная, завышенная, но получили указание не задавать вопросов, подписать все как есть и закрыть тему». Указание пришло из Бишкека, из администрации президента, и было сформулировано жестко. Любые расследования по теме лечения Айтматова рассматриваются как подрыв авторитета страны. Почему? Что скрывали эти завышенные суммы? Может быть, часть денег шла не на лечение, а на что-то другое? На молчание персонала, на фальсификацию документов, на обеспечение нужного исхода? Второе направление денежного следа — литературные права. Айтматов был автором мирового уровня. Его книги переведены на 180 языков, продаются миллионными тиражами, экранизируются, ставятся в театрах. Авторские отчисления приносили сотни тысяч долларов ежегодно. После смерти писателя права на его произведения должны были перейти к семье. Стандартная процедура наследования. Но произошло странное. Еще до похорон, буквально через неделю после смерти, правительство Киргизии объявило о создании государственного фонда, который будет управлять литературным наследием великого писателя в интересах нации. Звучит благородно, патриотично. На деле государство перехватило контроль над гонорарами, и семья получает лишь символическую часть. Остальное идет в развитие культуры. Формулировка настолько размытая, что проследить, куда конкретно утекают деньги, невозможно. Юристы семьи пытались оспорить это решение, но все иски были отклонены по формальным основаниям. Один адвокат, взявшийся за дело, получил угрозы и отказался от ведения процесса. Другой внезапно эмигрировал в Казахстан, сославшись на личные причины. Третий просто перестал отвечать на звонки. Кто-то очень не хотел, чтобы вопрос о литературных правах Айтматова поднимался публично. Почему? Потому что за этими правами стояли большие деньги, и кто-то уже распорядился этими деньгами по своему усмотрению. И появление законных наследников с требованиями отчетности разрушило бы чьи-то схемы. Третье направление, самое темное. Геополитика и деньги переплетаются в клубок, распутать который почти невозможно. Айтматов был не просто писателем, он был символом, мостом между Востоком и Западом, между советским прошлым и постсоветским настоящим, между киргизской идентичностью и глобальной культурой. Его голос имел вес на международных форумах, его мнение учитывалось при принятии решений, касающихся Центральной Азии. В 2008 году регион был полем битвы за влияние. Россия пыталась восстановить контроль над бывшими республиками СССР. Китай расширял экономическое присутствие через инфраструктурные проекты США, и Евросоюз продвигали демократические реформы и вложения в образование. Киргизия балансировала между этими силами, и Айтматов был одним из тех, кто помогал поддерживать баланс. Но балансировать вечно невозможно. Весной 2008 года готовился крупный саммит по энергетической безопасности Центральной Азии. Вопрос о маршрутах газопроводов, контроле над ресурсами, зонах влияния. Айтматов, как посол, должен был представлять позицию Киргизии.
Есть версия, неподтвержденная, но упорно повторяемая в среде дипломатов, что писатель готовил речь, в которой критиковал коррупционные схемы киргизского руководства, связанные с продажей прав на разработку месторождений китайским компаниям. Если бы эта речь прозвучала, скандал был бы грандиозным. Международное сообщество получило бы доказательство того, что режим Бакиева фактически распродает страну, обогащаясь лично, игнорируя интересы народа. Мог ли кто-то решить, что проще убрать неудобного старика, чем позволить ему произнести эту речь? В мире большой политики люди исчезают за меньшие провинности. Но убить известного писателя, международную знаменитость, лауреата множества премий — это риск. Нужна гарантия, что смерть будет выглядеть естественной, что никто не заподозрит ничего криминального. Клиника в Германии — идеальное место. Европейская медицина вне подозрений. Документы оформлены безупречно. Вскрытие проведено по протоколу. Причина смерти зафиксирована медицинскими терминами, за которыми можно спрятать что угодно. А выгода? После смерти Айтматова саммит прошел тихо, без скандалов. Контракты с Китаем были подписаны, деньги потекли на счета нужных людей, и никто не поднял вопрос о коррупции, потому что главный обличитель лежал в гробу, укрытым киргизским флагом. Совпадение? Или четко рассчитанная операция, где каждый элемент — ночной визитер, поездка в Нюрнберг, странности в клинике, финансовые манипуляции, государственный захват литературных прав — был частью большого плана. Кто получил больше всех от смерти Чингиза Айтматова? И ответит ли когда-нибудь перед историей? «До последней минуты я верил, что мы просто везем его на лечение», говорит Асан Молдокулов, личный водитель Айтматова, руки которого все еще дрожат, когда он вспоминает тот майский день 2008 года. 72 года, из них 45 лет за рулем, возил министров, академиков, послов, но именно та поездка в аэропорт преследует его по ночам, заставляет просыпаться в холодном поту, снова и снова прокручивать в голове детали, пытаясь понять, когда именно все пошло не так. Мы встретились с ним в маленькой квартире на окраине Бишкека, где он живет один после смерти жены, среди фотографий и наград за безупречную службу. Чай остывал на столе, пока он говорил, медленно, с паузами, подбирая слова так тщательно, словно каждое неверное слово могло вызвать катастрофу. Чингиз Тарикулович вышел из дома рано утром, было около 6 часов, рейс в 10, но он всегда выезжал с запасом, не любил спешки, вспоминает Асан, и голос его становится тише, когда он описывает последнюю встречу. Писатель нес небольшую дорожную сумку, не чемодан, сумку, такую, какую берут на выходные, не на долгое лечение. Это первая странность, которую Асан заметил, но промолчал. Не его дело указывать послу, что брать в дорогу. Айтматов выглядел усталым, но не больным. Усталость была другого рода, не физическая, а душевная. Такая бывает у людей, которые приняли тяжелые решения и теперь просто выполняют его, двигаясь по инерции. В машине писатель почти не говорил, смотрел в окно на проплывающий город, на горы, которые в утреннем свете казались особенно чуткими, будто художник обвел их контуры яркой линией. Один раз, когда они проезжали мимо старого дома, где Айтматов жил в молодости, он попросил остановиться на минуту. Просто постоял, смотрел на облупленный фасад, на двор, где когда-то играли дети, на тополя, которые выросли до небес. Он стоял и смотрел, как будто прощался, говорит Асан, и дрожь в руках усиливается. Потом сел обратно в машину, сказал коротко «поехали» и больше не оборачивался, как будто знал, что не вернется. В аэропорту их ждала Мария, жена, с другой машины. Она ехала отдельно, у нее были какие-то дела в центре. Асан помнит, как они обнялись на тротуаре перед терминалом. Долго, крепко, не как супруги, расстающиеся на пару недель лечения, а как люди, которые не уверены, увидятся ли снова. Она что-то шептала ему на ухо, он кивал, гладил ее по спине успокаивающе. Сцена, которая врезалась в память старого водителя, потому что в ней было что-то окончательное, что-то похожее на прощание. Когда Айтматов пошел к стойке регистрации, он обернулся один раз, посмотрел на Асана,
поднял руку в прощальном жесте, и водитель поклялся, что видел слезы в глазах писателя. Я тогда подумал, может, он знает что-то, чего не знаем мы. Может, врачи уже сказали ему правду о диагнозе, и это действительно последняя поездка, рассказывает Асан, и голос его срывается. Спустя 3 недели он узнает о смерти из новостей, по телевизору. Между сообщениями о погоде и курсе валют холодный голос диктора объявит: скончался выдающийся киргизский писатель Чингиз Айтматов. И Асан будет стоять посреди комнаты, держась за спинку стула, чувствуя, как земля уходит из-под ног, понимая, что тот прощальный взгляд в аэропорту был не случайностью, был предчувствием, был молчаливым признанием того, что писатель шел на смерть сознательно. Но зачем? Почему человек, у которого было все — слава, деньги, положение, любящая семья — сознательно летит в клинику, из которой, как он подозревает, может не вернуться? Что заставляет писателя принять такое решение? Асан не знает ответа, и эта неизвестность мучает его больше, чем сама смерть. Я возил его 15 лет, думал, что знаю этого человека, а оказалось, ничего не знал. Не понимал, что происходит у него в голове, какие силы на него давили, какой выбор ему пришлось сделать, говорит старый водитель, и в этом признании звучит боль человека, осознавшего, что был свидетелем чего-то важного, но не сумел разглядеть правду. Сегодня, 15 лет спустя, когда мы восстанавливаем последние месяцы жизни Айтматова по свидетельствам очевидцев, картина складывается медленно, как пазл, в котором половина деталей утеряна, но общие контуры начинают проступать. Водитель — один из 23 человек, согласившихся рассказать о том, что видели и чувствовали. Каждое свидетельство добавляет штрих к портрету человека, который шел к своему концу, зная об этом, но не имея выбора. Медсестра из клиники в Нюрнберге, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что Айтматов в первые дни лечения несколько раз повторял одну фразу: «Все правильно, так и должно быть». Что это значило? Смирение перед болезнью или согласие с чем-то другим, с планом, который разворачивался по чьему-то сценарию? Бывший коллега по дипломатическому корпусу, работавший в Брюсселе, вспоминает последний разговор с Айтматовым за месяц до поездки в Германию. Он сказал мне: «Иногда нужно жертвовать собой, чтобы защитить то, что важнее». Я тогда не понял, о чем речь. Думал, это философское рассуждение, литературная метафора. Теперь, думаю, он готовился. Знал, что его используют как разменную монету в большой игре, и принял это. Издатель Московского дома, печатавшего книги Айтматова, получил от него письмо в апреле 2008-го. Последнее письмо, написанное от руки, не на компьютере. В конце была странная приписка: «Если что-то случится со мной, знайте, я сделал все, что мог, и не жалею». Издатель сохранил это письмо, но показал его только после смерти писателя, потому что боялся, что его слова поймут неправильно, сочтут предсмертной запиской, а он не хотел подливать масло в огонь конспирологических теорий. Но теории возникают не на пустом месте. Они рождаются там, где факты не складываются в логичную картину, где слишком много вопросов и слишком мало ответов. Каждый свидетель видел лишь фрагмент, но когда соединяешь эти фрагменты, вырисовывается образ человека, который последние месяцы жил под чудовищным давлением, под угрозой, под грузом выбора между плохим и еще худшим. Личный секретарь вспоминает, что телефонные звонки в дом Айтматова участились в марте-апреле. Звонили поздно вечером, разговоры были короткими, после них писатель выглядел растерянным, иногда злым, иногда просто опустошенным. Кто звонил? Я не знаю, он никогда не говорил, и я не спрашивала, понимала, что не мое дело, признается она. Врач, наблюдавший Айтматова в Бишкеке за полгода до смерти, утверждает, что никаких серьезных проблем со здоровьем не было. Обычные возрастные изменения, ничего критического, ничего, что требовало бы срочной поездки за границу, тем более в клинику такого уровня. Тогда почему? Почему здоровый человек оказывается в немецкой больнице и умирает там через 3 недели от полиорганной недостаточности? Медицинский термин звучит убедительно, но врачи знают.
За этим диагнозом может скрываться все, что угодно, от естественного старения до целенаправленного воздействия. 23 свидетеля, 23 голоса, каждый из которых добавляет деталь к мозаике правды, которую кто-то очень не хочет, чтобы мы увидели. Почему люди, близко знавшие Айтматова, чувствовали, что он прощался, хотя официально ехал просто на лечение? Что его семья знала о том, что происходило на самом деле? Мария Айтматова, вдова писателя, никогда не давала развернутых интервью о последних днях мужа. Стандартные фразы для прессы, благодарность врачам, скорбь о потере, но ни слова о сомнениях, ни слова о странностях, которые она не могла не заметить. Молчание длилось 12 лет, до 2020 года, когда она согласилась на закрытую беседу с исследователями творчества Айтматова. Запись этого разговора не публиковалась, но фрагменты просочились в узкие круги, и то, что она рассказала, меняет все представление о последних месяцах жизни писателя. «Он изменился после того ночного визита в мае», — говорит Мария, и этих слов достаточно, чтобы подтвердить. Странный посетитель, которого видела соседка, был не галлюцинацией, не выдумкой конспирологов, а реальным человеком, принесшим реальную угрозу. После той ночи муж стал замкнутым, избегал разговоров на политические темы, отказался от нескольких публичных выступлений под предлогом усталости. Я спрашивала, что случилось, кто приходил, о чем вы говорили. Он отвечал уклончиво: рабочие вопросы, дипломатия, ничего важного. Но глаза его говорили другое. В них был страх, та особая напряженность, которая бывает у человека, узнавшего нечто непоправимое. Через неделю после визита незнакомца Айтматов сообщил семье, что собирается в Германию на обследование. Плановое, профилактическое, так утверждал он, ничего серьезного. Но Мария заметила, что он начал приводить дела в порядок. Обновил завещание, встретился с адвокатом, переоформил доверенности на управление литературными правами. Я говорила ему: «Зачем все это? Ты просто едешь на обследование». Он улыбался грустно и отвечал: «В нашем возрасте нужно быть готовым ко всему». Готовился к смерти осознанно, методично, как человек, который знает, что времени мало, нужно успеть защитить близких от последствий. Последствий чего? Вот вопрос, который мучил Марию все эти годы и на который она так и не получила ответа. В ее рассказе есть деталь, которая заставляет кровь стыть в жилах. За 3 дня до отъезда в Нюрнберг Айтматов сжег часть своих бумаг: дневники, черновики, письма, все, что накопилось за последние годы. Жег во дворе, в старой металлической бочке, куда раньше сбрасывали садовый мусор. Мария пыталась остановить. «Зачем уничтожаешь свои записи? Это же материал для будущих исследователей, для биографов». Он ответил жестко, почти грубо, что было не в его характере. «Некоторые вещи не должны пережить меня. Некоторые истины опасны». Она не настаивала, видела, что он на грани, что любое давление может сломать последнюю защиту. Что было в тех бумагах? Дневниковые записи о политических интригах, свидетельства коррупции, имена людей, причастных к преступлениям. Или что-то личное, что-то настолько интимное, что даже близким нельзя было знать. Пепел смешался с землей, ветер разнес остатки по двору, и теперь никто никогда не узнает, какие секреты превратились в дым тем майским вечером. Но сам факт уничтожения документов говорит о многом. Айтматов боялся не только за себя, но и за тех, кто останется после него. Боялся, что его записи могут быть использованы против семьи, против друзей, против тех, кто доверял ему свои истории. За закрытыми дверями дома происходило то, о чем семья не рассказывала посторонним. Мария признается, последние 2 недели перед отъездом муж почти не спал. Слышала, как он ходит по кабинету ночами, разговаривает сам с собой, иногда повышает голос, будто спорит с невидимым оппонентом. Однажды проснулась среди ночи от странного звука — плача. Взрослый мужчина, прошедший войну детства, сталинские репрессии, распад империи, сильный, волевой человек, плакал в своем кабинете, думая, что никто не слышит. Она не пошла к нему, не стала утешать, понимала, что это его личная битва, его личная агония, в которую она не может вмешаться.
Сын Айтматова, Санджар, живет в Брюсселе и редко дает интервью. Но несколько лет назад в узком кругу сказал фразу, которая многое объясняет. «Мой отец не умер от болезни. Он умер от выбора, который ему навязали». Что это значит? Какой выбор? Кто навязывал? Санджар отказался развивать тему, но эта фраза осталась висеть в воздухе, как обвинение без подсудимого, как улика без преступления. Доверие в семье строится годами, а разрушается за секунды. Айтматов всю жизнь был открытым человеком, обсуждал с женой свои планы, советовался, делился сомнениями. Но последние недели он замкнулся, возвел стену между собой и близкими, и эта стена была защитой не для себя, а для них. Классическая ситуация. Человек, которому угрожают, отдаляется от семьи, чтобы не подставить их под удар, чтобы они могли сказать потом «мы ничего не знали, он ничего не рассказывал». Алиби неведения — последний подарок любящего мужа и отца тем, кто останется жить после него. Мария вспоминает прощание в аэропорту Нюрнберга, когда она улетала обратно в Бишкек через неделю после его госпитализации. Врачи убедили, что все под контролем, нет смысла сидеть в клинике, лучше отдохнуть дома, вернуться, когда он пойдет на поправку. Айтматов обнял ее долго, крепко и шепнул на ухо по-киргизски, чтобы никто вокруг не понял: «Прости меня за то, что не смог защитить нас». Она не поняла тогда, что он имеет в виду, решила, что бредит от лекарств, от слабости. Теперь, спустя годы, эти слова звучат как признание. Он знал, что его используют, что его жизнь — разменная монета в чужой игре, и он не смог найти способ выйти из этой игры, не подставив под удар семью. Через 3 дня после ее отъезда Айтматов умер. Ей позвонили из клиники поздно вечером. Холодный профессиональный голос сообщил, что, несмотря на все усилия медицинского персонала, сердце пациента остановилось. Никаких предупреждений, никаких звонков за день до этого с сообщением, что состояние ухудшается. Ничего. Просто факт. Муж мертв, приезжайте забирать тело. Она металась по комнате всю ночь, не понимая, как такое возможно. Еще 3 дня назад он был в сознании, разговаривал, слабый, но живой, и вдруг все кончено. Что произошло в те 3 дня? Почему врачи не предупредили родственников о критическом ухудшении? Почему так спешили с кремацией, настаивали на немедленной процедуре, хотя семья просила подождать, дать время приехать, проститься? Предательство приходит не всегда от врагов. Иногда самые больные удары наносят те, кому ты доверял. Айтматов доверял системе, доверял медицине, доверял своему статусу, который, как ему казалось, защищает от произвола. И эта вера убила его. Убила надежда на то, что все образуется, что угрозы окажутся блефом, что дипломатический иммунитет и мировая слава создадут защитный купол, через который не проникнут те, кто решил, что старый писатель стал слишком неудобным. Он ошибся. Они смогли. Они вошли в палату, когда родственников не было рядом, сделали то, что планировали, и ушли, оставив за собой безупречно оформленные документы о естественной смерти. Могла ли Мария остановить это, если бы осталась в Нюрнберге, не улетела? Этот вопрос мучает ее каждый день. Вина выжившего — классический синдром тех, кто не смог защитить близкого человека, хотя, возможно, не было никакого способа защитить, не было шанса изменить исход. Но она не знает этого наверняка, и неизвестность разъедает душу сильнее, чем любая правда. Что семья Айтматова не рассказала миру, и почему они выбрали молчание вместо борьбы за правду? Под резиденцией посла в Брюсселе существует система помещений, о которых не знают даже сотрудники охраны. Построены в XIX веке, когда здание принадлежало бельгийскому промышленнику, параноидально боявшемуся революций и народных восстаний. Секретные комнаты, потайные ходы, туннель, ведущий к соседнему кварталу, классическая архитектура недоверия, когда богатство требует множества путей к бегству. После того, как здание передали киргизскому посольству, эти помещения формально опечатали, вход замуровали, чертежи исчезли из архивов. Но один человек знал о них.
Айтматов обнаружил старый план здания случайно, разбирая документы предыдущего посла. Схема была нарисована от руки на пожелтевшей бумаге с пометками на французском. Он никому не показывал эту находку, просто положил в личный сейф и забыл. Забыл до той ночи в апреле 2008-го, когда стало ясно, за ним следят. Слежка началась незаметно. Машина, которая паркуется напротив дома в Брюсселе 3 дня подряд. Один и тот же человек в кафе, где Айтматов завтракает по утрам, телефонные разговоры, в которых появляется едва различимое эхо. Мелочи, которые человек несоветской закалки не заметил бы. Но писатель, выросший в СССР, знал эти признаки слишком хорошо. Его учили их распознавать еще в молодости, когда КГБ интересовалось его киргизским национализмом, его связями с интеллигенцией, его текстами, в которых сквозь метафоры проступала критика системы. Тогда, в молодости, он научился жить под надзором, научился говорить полутонами, прятать истинные мысли за литературными образами. Но это было давно, в другой стране, в другой жизни. Здесь, в Европе, в 21 веке, в резиденции посла суверенного государства, он не ожидал, что придется снова применять навыки выживания под прицелом чужих глаз. Однако слежка была реальной, и с каждым днем становилась менее скрытной, более демонстративной. Люди, которые следили за ним, хотели, чтобы он знал, они рядом, они видят каждый шаг, они могут достать в любой момент. Айтматов достал из сейфа старую схему, изучил расположение секретных комнат, спустился в подвал поздно ночью с фонарем. Кирпичная кладка, закрывавшая вход в туннель, оказалась ветхой. Он разобрал ее голыми руками, спустился по каменной лестнице вниз, в темноту, пахнущую сыростью и забытым временем. Комнаты были маленькими, низкие потолки, каменные стены, покрытые плесенью. В одной из них стоял старый стол, стул, и на полке лежали вещи, забытые 100 лет назад. Засохшие чернила, перья, стопка истлевших бумаг. Он начал спускаться туда каждую ночь. Приносил документы, которые нельзя было хранить в кабинете, записи телефонных разговоров, копии дипломатической переписки. Все, что могло стать уликой, все, что могло быть использовано против него или против тех, кого он пытался защитить, пряталось в секретной комнате под резиденцией. Публично он оставался спокойным, учтивым послом, посещал приемы, произносил речи, встречался с европейскими чиновниками. Ночью превращался в человека, прячущего правду в подземелье, строящего архив, который должен был пережить его. Последний раз Айтматов спускался в подвал за 2 дня до отъезда в Германию. Положил туда толстую папку с документами, запечатал ее в пластиковый пакет, спрятал за рыхлым кирпичом в стене. Никому не сказал об этом тайнике. Перед выходом постоял в темноте секретной комнаты, слушал тишину, думал о том, что если он не вернется, эти документы останутся здесь, в забытом подземелье, и, возможно, кто-то найдет их спустя годы, прочитает и поймет, что произошло на самом деле. Что было в той последней папке? Мы не знаем. Резиденция в Брюсселе через год после смерти Айтматова была отремонтирована, подвал залили бетоном в ходе укрепления фундамента. Официальная версия — здание старое, требует реконструкции. Но тайминг подозрителен. Словно кто-то хотел убедиться, что секретные комнаты останутся закрытыми навсегда, что документы, спрятанные там, никогда не выйдут на свет. Публичная жизнь Айтматова была безупречна. Писатель мирового уровня, дипломат, миротворец, человек, посвятивший себя диалогу культур, защите экологии, поиску гармонии между Востоком и Западом. Статьи в газетах, интервью на телевидении, встречи с президентами, образ мудреца, носителя вечных ценностей, последнего романтика в циничном мире политики. Камера любила его. Седые волосы, глубокий взгляд, неторопливая речь, в которой каждое слово выверено, каждая пауза значима. Но за этой маской жил другой человек. Частная правда Айтматова была жестче, темнее, полна компромиссов и сделок, без которых невозможно выжить на пересечении литературы и власти. Он знал секреты 3 президентов Киргизии, знал, где прячут деньги, кто кому платит, какие схемы стоят за красивыми словами о демократии и реформах.
Эти знания делали его одновременно ценным и опасным. Ценным, пока молчал. Опасным, если решал бы заговорить. В 2008 году он приблизился к красной черте, готовил выступление для Европейского форума, в котором планировал назвать имена, цифры, факты. Текст речи хранился в секретной папке, той самой, что легла в подземелье за 2 дня до отъезда. Кто-то узнал о его намерениях, кто-то из близкого круга, кто-то, кому он доверял, предал, донес, передал информацию тем, кто не должен был ее узнать. И через 2 суток после этого доноса к писателю постучали поздно ночью. Не в дверь, в судьбу. Тот визит изменил все, запустил цепь событий, которая закончится через 3 недели в палате немецкой клиники. Какой выбор ему предложили той ночью? Жизнь за молчание или смерть за правду? И что выбрал человек, всю жизнь писавший о достоинстве и чести? В архивах киргизского МИДа исчезли 112 страниц. Точное число известно, потому что документы в дипломатической переписке нумеруются последовательно. Пропуски видны сразу, как вырванные зубы в ровном ряду, как провалы в памяти человека, пережившего травму. Страницы с номерами от 341 до 453 просто отсутствуют в деле, обозначенном кодом БР-08 «Конфиденциально», в деле, которое касалось последних месяцев дипломатической службы Чингиза Айтматова в Брюсселе. Когда исследователи впервые обнаружили эту пустоту, запросили объяснений у архивной службы, получили стандартный ответ — техническая ошибка при переформатировании документов в цифровой вид, сожалеем о досадном недоразумении. Но недоразумения в дипломатических архивах не бывают случайными. Особенно, когда речь идет о документах, связанных со смертью национального героя, человека, чье имя носят университеты, улицы, литературные премии, чьи книги изучают в школах как священные тексты. Что было на тех 112 страницах, что кто-то счел их настолько опасными, что проще было уничтожить вместе с риском разоблачения, чем позволить им остаться в архиве? Депеши из Брюсселя в Бишкек, отчеты о встречах с европейскими чиновниками, записи телефонных переговоров — все то, что составляет рутину дипломатической работы и обычно не содержит ничего секретного спустя 15 лет после событий. Если только эти конкретные 112 страниц не описывали что-то выходящее за рамки рутины, что-то такое, о чем не должны узнать ни историки, ни родственники, ни общественность. Бывший сотрудник архива МИДа, согласившийся говорить только на условиях полной анонимности, рассказал странную историю о том, что происходило в здании министерства летом 2008 года, через месяц после смерти Айтматова. Пришла комиссия. 3 людей в строгих костюмах, без представления, просто показали какие-то удостоверения охране и прошли прямиком в хранилище, где лежали дипломатические дела. Они провели там 4 часа, вышли с картонной коробкой с запечатанной скотчем, сели в машину и уехали. Никакого акта изъятия, никакой описи, никакой записи в журнале выдачи документов. Словно их визита не было вообще, словно коробка с бумагами растворилась в воздухе вместе с людьми, которые ее унесли. Через неделю этот архивист получил устное распоряжение. Если кто-то запросит документы по делу БР-08 конфиденциально, сообщать, что часть материалов утеряна при переезде архива в новое здание, приносить извинения, предлагать то, что осталось. Он выполнял это распоряжение 12 лет, пока не вышел на пенсию. И только теперь, когда ему нечего терять, решился рассказать правду. Правду о том, что государство целенаправленно уничтожило следы того, что происходило с Айтматовым в последние месяцы жизни, что кто-то на самом верху дал приказ стереть из истории 112 страниц, которые могли бы объяснить, почему здоровый 79-летний мужчина превратился в умирающего старика за 3 недели пребывания в одной из лучших клиник Европы. Но архивы МИДа — не единственное место, где исчезли документы, связанные с Айтматовым. В самой клинике в Нюрнберге произошла похожая история. Медицинская карта пациента Айтматова Чингиза Тарикуловича формально существует,
хранится в электронной базе данных госпиталя, доступна по запросу родственников через адвоката. Но когда адвокаты семьи наконец получили копию этой карты в 2011 году, после трехлетней бюрократической войны с немецкими медицинскими инстанциями, выяснилось, что карта неполная. Отсутствуют записи за 3 ключевых дня– 7, 8 и 9 июня, за 3 суток до смерти, когда, судя по воспоминаниям жены, состояние писателя резко ухудшилось. Немецкие врачи обязаны вести ежедневные, а для тяжелых пациентов ежечасные записи о состоянии, назначениях, процедурах. Но эти 3 дня представлены одной строкой: состояние стабильно тяжелое, терапия продолжается согласно протоколу. Какой протокол? Какая терапия? Какие препараты вводились? В каких дозах? Кто из врачей дежурил в те дни? На все эти вопросы медицинская карта не дает ответов, словно Айтматов 3 дня существовал в вакууме, где за ним никто не наблюдал, никто не лечил, никто не фиксировал изменения. А потом на 4-й день, 10 июня, в 2 часа 40 минут дня, сердце остановилось, и появилась подробная запись о попытках реанимации, о времени констатации смерти, о подписях врачей и медсестер. Все по протоколу, все юридически безупречно. Кроме провала в 3 дня. Кроме этой странной пустоты перед финалом, которая намекает на то, что в те дни происходило нечто, не предназначенное для медицинских отчетов. Медсестра, работавшая в клинике в те годы, вспоминает, что палату Айтматова в последние дни охраняли не больничные охранники, а какие-то другие люди, в штатском, молчаливые, не вступавшие в разговоры с персоналом. Она пыталась зайти к пациенту проверить капельницу, ее остановили в коридоре, просили подождать, сказали, что проводится процедура. Она ждала 20 минут, потом ее сменщица вышла из палаты, бледная, растерянная, на вопрос, что там происходит, ответила коротко: «Не знаю, и лучше нам не знать». После смерти Айтматова весь персонал, имевший доступ к его палате, подписал какие-то бумаги. Форма о конфиденциальности, стандартная процедура, объяснили им. Но формулировки были жестче обычного. Любое разглашение информации о пациенте грозит судебным преследованием и крупными штрафами. Зачем такие меры предосторожности для случая, официально зафиксированного как естественная смерть от болезни? Фармацевтическая компания, поставлявшая лекарства в клинику, тоже имела странности в документации того периода. Заказы препаратов для отделения, где лежал Айтматов, в первую неделю июня выросли на 300% по сравнению с обычным месячным потреблением. Особенно резко увеличились заказы на 3 конкретных препарата. Название засекречено медицинской тайной, но известно, что все 3 используются в реанимации при критических состояниях и могут вызвать необратимые эффекты при неправильном применении. Почему отделению, где лечат пневмонию и почечную недостаточность, внезапно потребовалось такое количество реанимационных препаратов? И главное, куда они делись, если в медицинской карте Айтматова нет упоминаний об их использовании? Немецкая педантичность в ведении документации славится во всем мире. Немцы не теряют бумаги, не пропускают записи, не оставляют пробелов. Но в случае с Айтматовым произошло именно это — пробелы, исчезновения, недостающие звенья, словно кто-то методично прошелся по всем следам и стер все, что могло бы привести к неудобным вопросам. Совпадение? Или координированная операция по зачистке улик преступления, которое не должно выглядеть как преступление? Когда исчезают страницы одновременно в архивах 2 стран, в медицинских картах, в фармацевтической документации, это уже не паранойя, это закономерность, указывающая на то, что следы заметали профессионалы, люди, знающие, как работают системы, как устроены бюрократические процедуры, как превратить убийство в естественную смерть при помощи правильно оформленных бумаг и правильно удаленных улик. Что скрывали те 112 страниц из архива МИДа, и кто решил, что их исчезновение — меньший риск, чем их существование? За 27 лет пребывания у власти, сначала как писатель, близкий к советскому руководству, потом как дипломат независимой Киргизии,
Айтматов постарел на 50 лет. Не метафора, а медицинский факт, который можно проследить по фотографиям, сделанным в разные периоды его жизни. Человек, который в 50 выглядел на 40, к 70 превратился в 90-летнего старика, изможденного, согбенного, с кожей цвета старого пергамента и взглядом, в котором читалась не мудрость, а усталость, настолько глубокая, что казалось, он устал от самого факта существования. Фотография 1981 года. Айтматов на приеме в Кремле, награждение очередной премией, рукопожатие с Брежневым. Писателю 53 года, лицо гладкое, волосы густые, лишь тронутые сединой, глаза ясные, спина прямая. Он улыбается той осторожной улыбкой человека, который научился улыбаться на публике вне зависимости от того, что творится у него внутри. Но в этой улыбке еще есть живость, есть остатки той энергии, что двигало им в молодости, когда он писал «Джамилю» и верил, что литература может изменить мир. Фотография 2005 года. Айтматов на дипломатическом приеме в Брюсселе, в окружении европейских чиновников. Ему 77 лет, но выглядит он на все 100. Седина полная, не тронутая, а побежденная временем. Волосы редкие, кожа на лице обвисла, покрылась сетью глубоких морщин, глаза запали, взгляд стал отсутствующим, словно смотрит сквозь людей, сквозь стены, в какую-то пустоту, которую видит только он. Спина согнулась, плечи опустились, руки дрожат, когда поднимает бокал для тоста. На шее видны вздувшиеся вены, на висках пульсирующие артерии. Признаки того, что сердце работает на пределе, гонит кровь через сосуды, потерявшие эластичность, через организм, который медленно отказывается функционировать. Что произошло с телом Айтматова за эти годы, превратившее цветущего мужчину средних лет в развалину, едва держащуюся на ногах? Официальный ответ — естественное старение, возрастные изменения, неизбежный процесс, которому подвержены все. Но скорость этого процесса, его интенсивность говорят о другом. Тело разрушалось под воздействием чудовищного стресса, постоянного напряжения, жизни на грани, когда каждый день может стать последним, когда приходится выбирать между совестью и безопасностью, между правдой и выживанием. Личный врач, наблюдавший Айтматова с конца 90-х годов, вспоминает, что писатель страдал от хронической бессонницы. Спал по 3-4 часа за ночь, просыпался от кошмаров, которые не мог или не хотел описывать. Принимал снотворные, но они помогали все меньше. Дозы приходилось увеличивать, пока не дошли до предела, за которым начинается зависимость и риск передозировки. Врач предупреждал: продолжая в таком режиме, вы убиваете себя. Вам нужен отдых, настоящий отдых, не дипломатические поездки и культурные форумы, а полная тишина, покой, отключение от всех обязательств. Айтматов кивал, обещал подумать, но ничего не менял. Не мог изменить, потому что его жизнь управлялась не им, а теми, кто стоял выше, теми, для кого он был инструментом, полезным, пока функционирует, и подлежащим замене в момент, когда перестает работать как надо. Артериальное давление прыгало от критически низкого до опасно высокого. Сердце билось с перебоями. Почки начали давать сбои еще в 2006 году, за 2 года до смерти. Ему назначали диету, лекарства, режим, но он игнорировал все рекомендации. Не из безответственности, а из понимания, что диета и режим не помогут, когда причина разрушения лежит не в физиологии, а в психологии, в том невыносимом грузе, который он нес на своих плечах, в знании того, что любая его ошибка может стоить жизни не только ему, но и близким. Тремор рук появился в 2007 году. Сначала легкий, заметный только при письме, когда буквы начинали дрожать на бумаге. Потом усилился, стал виден при еде, когда ложка дрожала на пути ко рту, когда приходилось держать чашку 2 руками, чтобы не расплескать чай. Неврологическое обследование показало признаки раннего паркинсонизма. Но врачи спорили о диагнозе. Одни говорили, что это болезнь Паркинсона, другие утверждали, что симптомы вызваны стрессом
и пройдут, если устранить источник напряжения. Устранить источник напряжения означало уйти из дипломатии, вернуться в Киргизию, замкнуться в доме и просто писать, заниматься литературой, тем, что приносило радость в молодости. Но Айтматов не мог уйти, потому что его держали, потому что он знал слишком много. И его отставка означала бы риск того, что он начнет говорить, писать мемуары, рассказывать правду о том, что видел за кулисами власти. Дрожащими руками он подписывал дипломатические депеши, зная, что каждая может стать уликой против него, если что-то пойдет не так. Кожа изменила цвет, стала серовато-желтой. Признак того, что печень перестает справляться с токсинами, что организм медленно отравляет сам себя продуктами распада. Анализы показывали повышенный билирубин, креатинин, мочевину, маркеры почечной и печёночной недостаточности. Врачи предлагали госпитализацию, детоксикацию, интенсивную терапию. Айтматов отказывался, ссылался на занятость, на важные встречи, на невозможность отлучиться из Брюсселя в критический момент переговоров. На самом деле боялся. Боялся оказаться в больнице, где контроль над собственным телом переходит к врачам, где могут сделать все, что угодно под предлогом лечения, где можно исчезнуть незаметно, и никто не задаст вопросов, потому что пациент был болен, и смерть была ожидаемым исходом. Эта паранойя имела основание. В Центральной Азии того времени неудобные люди регулярно умирали от сердечных приступов и почечной недостаточности в больницах, куда попадали с незначительными жалобами. Айтматов помнил эти случаи, знал имена, знал, как это делается. Нужный препарат в нужной дозе, и естественная смерть гарантирована. Вскрытие ничего не покажет, улик не останется. Поэтому он держался, отказывался от госпитализации, лечился амбулаторно, принимал горсти таблеток каждое утро, пытаясь замедлить распад тела, выиграть время, дожить до того момента, когда можно будет наконец сказать правду, написать ту книгу, которая объяснит все, раскроет все секреты, назовет все имена. Он не знал, что те, кто следил за ним, уже приняли решение. Слишком опасно оставлять его на свободе, слишком велик риск, что он заговорит. И через год его интуиция оправдается самым страшным образом. Его действительно везут в больницу, где контроль над телом переходит к тем, кому выгодна его смерть. Но времени не хватило. Весной 2008 года стало ясно — тело отказывается служить дальше, механизм исчерпал ресурс. Скоро произойдет окончательная поломка. Тогда и появилась идея Нюрнберга. Клиника в Германии, европейская медицина, шанс протянуть еще год, может быть, 2. Достаточно, чтобы закончить последнюю рукопись, передать документы надежным людям, подготовить почву для того, чтобы правда всплыла после смерти. Наивная надежда человека, который не понимал, что те, кто решил от него избавиться, выбрали Нюрнберг именно потому, что там легче всего замаскировать убийство под медицинскую ошибку, под осложнение лечения, под трагическую случайность. И когда Айтматов прилетел в Германию в конце мая, его тело уже было разрушено настолько, что требовалось совсем немного, чтобы толкнуть его за грань. Немного неправильных препаратов, немного завышенных доз, немного случайных осложнений, и через 3 недели сердце остановится, врачи разведут руками, скажут «мы сделали все возможное», и никто не сможет доказать обратное, потому что медицинская карта будет безупречной, вскрытие покажет естественные причины, а тело кремируют так быстро, что повторная экспертиза станет невозможной. Физическое разрушение Айтматова было не просто результатом старости, это была цена власти, цена знания, цена того, что он прожил четверть века на пересечении литературы и политики, где каждая неверная фраза могла стоить жизни. А когда он решил, что готов заплатить эту цену ради правды, его тело уже не могло выдержать последнего удара. Те, кто планировал его смерть, просто помогли неизбежному произойти немного раньше, немного аккуратнее, немного более контролируемо. И мир поверил, что великий писатель умер от болезни, потому что все признаки были налицо. Старик с больным сердцем, больными почками, изможденный годами службы, конечно же, умер естественной смертью в клинике, где пытались его спасти.
Понимал ли Айтматов, глядя в зеркало на свое разрушенное тело, что разрушение это было не случайным, а запланированным результатом жизни, которую он вел? Через неделю после похорон Айтматова в Бишкеке произошло событие, которое осталось незамеченным большинством наблюдателей, но имело колоссальное значение для понимания того, кто стоял за смертью писателя. Президент Курманбек Бакиев подписал указ о передаче контроля над энергетическим сектором Киргизии новой компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Красивое название, безликие учредители, непрозрачная структура собственности, классическая офшорная схема, позволяющая скрывать реальных владельцев и выводить прибыль за рубеж без налогов и контроля. Эта компания получила эксклюзивное право на разработку 3 крупнейших месторождений редкоземельных металлов на юге Киргизии, месторождений, оцененных международными экспертами в миллиарды долларов. Контракт подписан на 50 лет. Условия настолько выгодные для компании, что киргизское государство фактически отдало национальное достояние за символическую плату, получая мизерные отчисления, большая часть которых оседала в карманах чиновников, подписавших эту сделку. Оппозиция кричала о коррупции, о распродаже страны, о предательстве национальных интересов. Но протесты не имели силы, потому что главный голос, который мог бы придать им вес, голос Чингиза Айтматова, больше не звучал. Писатель был мертв, похоронен с почестями, превращен в икону, чье имя можно использовать в пропаганде, но чье живое мнение больше никогда не помешает планам власти. Совпадение? Через 10 дней после смерти Айтматова подписывается сделка, против которой он выступал, о которой предупреждал в частных разговорах с европейскими дипломатами, называя ее грабежом и преступлением против будущих поколений киргизов. Спецслужба Киргизии хранила досье с кодом МАНАС-7 настолько секретное, что существовало только 3 копии. Одна в сейфе директора, вторая в архиве президентской администрации, третья в личном кабинете человека, которому поручили следить за Айтматовым последние 5 лет его жизни. В досье медицинские карты с реальными диагнозами, которые скрывали от самого писателя, планы эвакуации на случай революции, маршруты через горные перевалы в Казахстан и нечто шокирующее. Список из 12 имен людей из ближайшего окружения Айтматова, каждого из которых можно было использовать для контроля, шантажа или устранения. Рядом с каждым именем стояли цифры, суммы в долларах, которые эти люди получали ежемесячно за донесение о настроениях, планах, разговорах писателя. Досье вели с 2003 года. Тогда Айтматов стал слишком независимым, слишком открыто критиковал коррупцию в частных беседах с западными дипломатами. Кто-то в Бишкеке решил, нужен контроль, полный, абсолютный, чтобы каждое слово великого писателя было известно заранее, чтобы можно было вовремя вмешаться, если он соберется сказать что-то опасное. 50 страниц личной информации, имена любовниц, о которых не знала жена, финансовые долги, которые скрывали от налоговой, медицинские секреты, которые могли разрушить репутацию. Все то, что превращает человека в заложника, лишает свободы выбора, заставляет молчать. 10 июня 2008 года, через 2 часа после смерти Айтматова в Нюрнберге, все 3 копии досье МАНАС-7 были уничтожены. Сожжены в специальной печи в здании спецслужбы, пепел высыпан в канализацию. Электронные копии стерты с серверов военной программы, которая перезаписывает данные 7 раз, делая восстановление невозможным. Операция заняла 40 минут. Приказ отдал лично директор службы, человек, который через год получит повышение и пост в правительстве. Почему такая спешка? Почему нельзя было подождать, пока тело остынет, пока семья похоронит покойного, пока пройдет время траура? Потому что в досье были имена тех, кто предал Айтматова. Конкретные имена, конкретные суммы, конкретные даты встреч с кураторами из спецслужбы. Если эти документы попадут к журналистам, к правозащитникам, к международным организациям, скандал будет грандиозным. Окажется, что великого писателя окружали не друзья и коллеги,
а агенты влияния, платные доносчики, люди, продавшие его за ежемесячную подачку. Окажется, что государство систематически шпионило за своим национальным героем, собирало компромат, готовилось использовать этот компромат в нужный момент. Окажется, что Айтматов последние годы жил в клетке из предательств, не зная, кому можно доверять, а кому нельзя. А может быть, зная, и от этого знания разрушаясь изнутри, теряя волю к сопротивлению. Бывший сотрудник спецслужбы, участвовавший в уничтожении документов той ночью, рассказывает: «Мы работали в масках, в перчатках, словно уничтожали биологическое оружие, а не бумаги. Директор стоял рядом, лично контролировал процесс, требовал сжигать каждую страницу отдельно, проверять, что текст полностью обуглился. Когда мы закончили, он сказал: «То, что произошло здесь сегодня, никогда не было. Вы ничего не видели, ничего не читали, ничего не знаете». И мы подписали бумаги о неразглашении, которые действуют пожизненно. Этот человек нарушил подписку только сейчас, 15 лет спустя, когда директор мертв, режим Бакиева свергнут, спецслужба реформирована. Но страх в его глазах все еще виден. Страх перед теми, кто может прийти ночью и напомнить о данной когда-то клятве молчания. Кто были эти 12 предателей из списка? Имена не разглашаются, но косвенные указания позволяют предположить. Личный помощник, который организовывал встречи и знал все планы. Водитель, который слышал телефонные разговоры в машине. Секретарь, печатавший письма и имевший доступ к переписке. Коллега по дипломатическому корпусу, с которым Айтматов делился сомнениями за бокалом вина. Издатель, знавший о готовящихся рукописях. Врач в курсе реального состояния здоровья. Журналист, которому писатель давал эксклюзивные интервью. Родственник, живущий в Бишкеке и передававший семейные новости. Каждый из них получал от 1000 до 5000 долларов в месяц. Не огромные деньги, но достаточные, чтобы купить молчаливое сотрудничество, создать иллюзию, что ничего страшного не происходит, просто делюсь информацией, которая не причинит вреда. Классическая вербовка. Начинается с малого, с просьбы передать незначительную деталь, потом затягивает глубже, пока человек не оказывается по уши в грязи и уже не может выйти, потому что признание будет означать конец карьеры, репутации, жизни. Айтматов подозревал? Наверняка подозревал, иначе не жег бы документы перед отъездом, не отдалялся бы от близких, не замыкался в себе последние месяцы. Но точно знать не мог. В этом суть предательства. Оно невидимо, пока не становится слишком поздно. Досье уничтожили, но последствия остались. Люди из того списка продолжают жить в Киргизии, занимают должности, выступают на конференциях, пишут статьи о великом Айтматове, о его вкладе в культуру, о трагедии ранней смерти. Лицемерие чудовищное, но безопасное. Мертвые не говорят, документы сожжены, доказательств нет. Они знают, что никто никогда не узнает правду, потому что единственные свидетели — это они сами, а признаваться в предательстве равносильно самоубийству. Однако правда находит обходные пути. Финансовые переводы, даже уничтоженные в спецслужбе, оставляют следы в банковских системах. Несколько лет назад группа независимых журналистов начала расследование коррупции в киргизских спецслужбах нулевых годов, запросила банковские данные через международные правовые каналы. В массе транзакций нашли странную закономерность. 12 человек, все так или иначе связанные с Айтматовым, получали регулярные переводы с одного и того же счета, зарегистрированного на подставную фирму, которая оказалась прикрытием для финансовых операций спецслужбы. Суммы небольшие, но регулярные, как зарплата. Выплаты прекратились ровно в день смерти Айтматова. Совпадение? Или конец операции, которая потеряла смысл после исчезновения объекта наблюдения? Журналисты не опубликовали имена. Слишком опасно. Слишком много влиятельных людей в этом списке. Но сам факт подтвердили. Айтматова предавали систематически, годами, за деньги, люди из его окружения. И когда пришло время устранить писателя, эти же люди обеспечили то, что нужно было — информацию о планах,
доступ к документам, молчание в критический момент. Они не убивали его своими руками, не вкалывали яд, не давили на шею. Но они сделали убийство возможным, создали условия, при которых Айтматов оказался беззащитным, лишенным поддержки, один на один с теми, кто решил, что ему пора умереть. Зачем государство так панически уничтожало досье в день смерти писателя? И что в тех документах пугало власть больше всего? «До последней минуты я верил, что мы спасем его», — говорит человек, который был в палате той ночью, когда все изменилось. Медбрат из Нюрнбергской клиники, турок по происхождению, работавший в ночные смены, потому что днем учился на врача. Его руки все еще дрожат спустя 15 лет, когда он рассказывает о том, что видел 7 июня 2008 года, за 3 дня до официальной смерти Айтматова. Он не должен был говорить. Подписал документы о неразглашении, получил денежную компенсацию за молчание, уехал из Германии в Турцию, сменил место жительства, работу, попытался забыть. Но память не отпускает. Кошмары приходят каждую ночь, и в какой-то момент молчание становится невыносимее, чем последствия разоблачения. Я заступил на дежурство в 10 вечера. Обычная смена, ничего особенного. 5 пациентов в реанимации, все стабильные. Айтматов не числился в реанимации официально, лежал в обычной палате. Состояние средней тяжести, прогноз осторожно оптимистический. Но около полуночи в коридоре появились 2 мужчин в штатском, показали какие-то удостоверения охране, прошли в палату писателя. Медбрат не придал значения, посетители в клинике не редкость, родственники, коллеги, дипломаты. А через 20 минут из палаты вышел дежурный врач, бледный, растерянный, велел медбрату срочно готовить реанимационное оборудование. Что случилось? У пациента резкое ухудшение. Не задавай вопросов, делай, что говорят. Они работали 3 часа. Капельницы, инъекции, аппараты искусственного дыхания, дефибриллятор дважды запускали, когда сердце останавливалось. К утру состояние стабилизировали, но Айтматов не приходил в сознание. Лежал неподвижно, подключенный к машинам, которые дышали и качали кровь вместо него. Врач сказал коротко: кома. Прогноз неблагоприятный. И вот странность. В медицинской карте той ночи появилась запись «Естественное ухудшение на фоне основного заболевания». Но медбрат видел своими глазами. Перед приходом 2 мужчин состояние было стабильным, монитор показывал ровные графики. Никаких признаков надвигающегося кризиса. А после их ухода внезапный коллапс, как будто организм атаковали изнутри, как будто что-то сломали в механизме, который до этого работал. Я спросил врача, что те люди делали в палате. Он посмотрел на меня так, что я больше не задавал вопросов. Страх в его глазах был настоящий. Страх человека, который понимает, что стал свидетелем чего-то, о чем лучше не знать. А через 2 дня Айтматов умер. И в тот же день медбрату предложили подписать документ о неразглашении. Выплатили 10 000 евро наличными, сказали: «Забудь, что работал здесь, забудь пациента, забудь ту ночь. Это в твоих интересах». Он понял намек, взял деньги, уволился, уехал. Но забыть не смог, потому что видел лица тех 2 мужчин, запомнил их холодные глаза, профессиональную отстраненность людей, выполняющих работу, для которых смерть — рутина, техническая задача, которую нужно решить чисто, без следов. Кто были эти люди? Наемники, агенты спецслужб, медицинские убийцы, специализирующиеся на устранении неудобных персон под видом естественной смерти. В Европе существуют структуры, предлагающие такие услуги. Не афишируются, работают через посредников, берут огромные деньги, гарантируют результат без юридических последствий для заказчика. Клиенты — правительства, корпорации, преступные синдикаты — все, кому нужно убрать человека тихо, без шума, без расследований. И вот Нюрнбергская клиника оказывается идеальным местом. Европейская репутация, безупречные документы, пациент изначально болен, смерть ожидаема. Никто не заподозрит. Достаточно подкупить пару сотрудников, обеспечить доступ в палату, ввести нужный препарат,
И через несколько дней результат. Медбрат пытался найти того врача, который дежурил той ночью. Человек исчез. Уволился из клиники через месяц после смерти Айтматова. Переехал в другую страну, контакты недоступны. Словно его тоже заставили замолчать, убрали с дороги, чтобы не было свидетелей, способных рассказать правду. А двоих мужчин в штатском никто больше не видел. Камеры наблюдения в коридоре той ночью случайно не работали. Техническая неисправность, которую устранили на следующий день. Охранник на входе не помнит их лица, говорит: «Проходило много людей, я не запоминаю всех». Удобная амнезия, купленная или запуганная, неважно, результат один. Следы заметены, улики исчезли, доказать ничего невозможно. И все же остались вопросы. Если Айтматов умер естественной смертью, зачем понадобились двое мужчин в штатском посреди ночи? Зачем выплаты молчания персоналу? Зачем уничтожение записей с камер? Зачем исчезновение свидетелей? Каждый элемент этой истории указывает на одно: смерть писателя была организована, спланирована, выполнена профессионально, под прикрытием легальной медицины. И те, кто заказал убийство, имели достаточно власти и денег, чтобы обеспечить молчание всех причастных, чтобы превратить преступление в рутинную запись в больничном журнале. Медбрат живет теперь в маленьком городке на турецком побережье, работает в местной больнице, избегает разговоров о прошлом. Но согласился на одно интервью, анонимное, в надежде, что правда когда-нибудь выйдет наружу. «Я не герой, я просто человек, который больше не может нести это молчание. Каждую ночь вижу его лицо, старика, умирающего не от болезни, а от чьей-то жестокой воли. И я ничего не сделал, чтобы остановить это. Я просто выполнял приказы, подписал бумаги, взял деньги. Я соучастник, и это разъедает душу». А в конце разговора добавляет фразу, от которой холодеет кровь. «Если со мной что-то случится после публикации, знайте, это не случайность». Кто послал двух мужчин в палату Айтматова той ночью? И что они сделали, после чего здоровый человек впал в кому за 20 минут? 10 июня 2008 года началось как обычное утро в Нюрнберге. Солнце встало в 6 часов 12 минут, температура воздуха плюс 18 градусов, легкий ветер с запада. Город просыпался медленно, по-немецки размеренно. Трамваи выходили на маршруты, пекарни открывали двери, люди шли на работу с кофе в бумажных стаканчиках. Обычный день, который для одного человека станет последним. Чингис Айтматов проснулся рано, около 7 утра. Медсестра, заходившая в палату проверить капельницу, помнит. Он лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок. Не спал, не дремал, просто смотрел, будто видел там что-то недоступное другим. Она спросила: «Как самочувствие?» Он повернул голову, посмотрел на нее долгим взглядом и ответил по-русски, тихо: «Все правильно». Она не поняла языка, но запомнила интонацию. Не жалобу, не просьбу о помощи, а констатацию факта, смирение, принятие. К 9 часам в палату пришла Мария, жена, прилетевшая обратно из Бишкека накануне вечером, когда врачи наконец сообщили, что состояние критическое, нужно приезжать срочно. Они сидели молча, держались за руки, иногда он что-то шептал ей на ухо, она кивала, вытирала слезы. Персонал старался не мешать, понимал. Это прощание, последние часы, которые даются близким перед неизбежным концом. В 11 утра Айтматов попросил воды, выпил несколько глотков, попытался улыбнуться жене. Улыбка вышла кривой, слабой, но в ней была нежность, последняя попытка утешить ту, которая останется жить. Около часа дня его состояние начало ухудшаться. Дыхание стало прерывистым, сердце билось нерегулярно, давление падало. Врачи суетились, добавляли препараты в капельницу, проверяли показатели, но было видно — это конец. Тело исчерпало ресурс, механизм останавливается, и медицина бессильна. Марию попросили выйти. Она отказалась, сказала: «Я останусь до последнего». Персонал не настаивал, понимал, жена имеет право быть рядом, когда муж уходит.
В 2 часа 38 минут Чингис Айтматов открыл глаза в последний раз. Посмотрел на жену, сжал ее руку, выдохнул что-то неразборчивое. Она склонилась ближе, пытаясь расслышать, но слова растворились в хрипе, который вырвался из горла. А в 2 часа 40 минут монитор издал ровный гудок, линия на экране превратилась в прямую. Сердце остановилось. Врачи начали реанимацию, давили на грудь, вкалывали адреналин, пытались запустить сердце электрическими разрядами. 15 минут боролись с неизбежным, пока старший врач не сказал: «Прекратить. Время смерти — 14 часов 40 минут». Мария стояла у стены, прислонившись спиной, неспособная пошевелиться. Медсестра обняла ее, вывела из палаты в коридор, усадила на стул, принесла воды. Она сидела там час, не двигаясь, не плача, просто сидела, глядя в пустоту. Шок, ступор, неспособность принять реальность — классическая реакция на потерю близкого человека. Когда, наконец, заговорила, спросила только одно: «Что теперь?» Персонал объяснил процедуру: оформление документов, вскрытие для установления точной причины, подготовка тела к репатриации. Все буднично, профессионально, рутина смерти в европейской клинике. Но за этой рутиной скрывалась странность. Вскрытие провели на следующий день, очень быстро, без участия независимых экспертов, хотя семья просила пригласить специалиста из университета. Отказали, сославшись на протокол. Вскрытие проводится штатными патологоанатомами клиники, сторонние лица не допускаются. Результаты опубликовали в тот же день. Полиорганная недостаточность, осложненная пневмония, хроническая почечная недостаточность. Красивая формулировка, за которой можно спрятать все. Тело кремировали через 3 дня, очень быстро, хотя семья хотела везти гроб в Киргизию для захоронения. Врачи настояли: кремация обязательно по санитарным нормам Германии для пациентов с инфекционными осложнениями. Прах передали родственникам в опечатанной урне. Что чувствовал Айтматов в те последние часы? О чем думал, лежа с открытыми глазами, глядя в потолок? Может быть, вспоминал Киргизию, горы, детство? Может быть, жалел о компромиссах, о молчании, когда нужно было кричать? А может, испытывал облегчение, что борьба наконец закончится, что больше не нужно нести груз знания, страха, предательств? Мы не узнаем правды. Мертвые не рассказывают историй. Но остаются следы. Воспоминания медсестры о словах «все правильно», свидетельство жены о последнем взгляде, короткая запись в карте о времени смерти. Из этих осколков можно восстановить картину последних часов человека, который знал о скорой смерти и принял ее как неизбежность. В 3 часа дня, через 20 минут после смерти, из клиники позвонили в киргизское посольство в Берлине. Холодный официальный голос сообщил: господин Айтматов скончался сегодня в 14:40 по местному времени. Семья уведомлена. Приносим соболезнования. Через час информация дошла до Бишкека. Еще через час появилась в новостях. Еще через час мир узнал. Великий писатель, классик мировой литературы, посол доброй воли покинул этот мир. Траурные статьи, воспоминания коллег, соболезнования президентов. Айтматов превратился в икону, в символ, в памятник, безопасный для власти, потому что мертвые не пишут разоблачений. Но где-то в секретном архиве, в запечатанной папке, лежат документы, которые Айтматов спрятал перед отъездом в Германию. Где-то в памяти тех, кто был свидетелем его последних дней, хранятся истории, которые однажды могут быть рассказаны. Где-то в финансовых базах данных остались следы денежных переводов, связывающие убийц с заказчиками. Правда не исчезает бесследно. Она просто ждет своего часа, ждет того момента, когда защита преступников ослабнет, когда кто-то, наконец, решится открыть рот, когда обстоятельства сложатся так, что молчание станет невозможным. Понимал ли Айтматов в последние минуты жизни, что его смерть была не случайностью, а результатом чьего-то решения устранить неудобного свидетеля? Семья Айтматова никогда не оправилась от потери. Мария прожила еще 5 лет, умерла от сердечного приступа в 2013 году, не дожив до 70.
Близкие говорят, она умерла не от болезни, а от горя, от бесконечных вопросов без ответов, от чувства вины за то, что не смогла защитить мужа, от подозрений, которые разъедали изнутри. Сын Санжар остался в Брюсселе, редко приезжает на родину, избегает публичности, отказывается говорить об отце. Дочь написала воспоминания, но книга получилась осторожной, лишенной острых углов, полной дежурных фраз о величии отца и трагедии потери. Внуки носят фамилию Айтматов, но живут в другом мире. Для них великий дед — фигура из учебников истории, не живой человек, а символ эпохи. Предатели из списка «Манас-7 Альфа» продолжают жить обычной жизнью. Некоторые сделали карьеру, стали чиновниками, профессорами, общественными деятелями. Выступают на конференциях, посвященных памяти Айтматова, произносят речи о его вкладе в мировую культуру, пишут статьи о значении его творчества. Лицемерие стало второй натурой, защитным механизмом, позволяющим жить с собой. Никто из них не признался, не попросил прощения, не опубликовал мемуаров о том, как предавал великого писателя за $1000 в месяц. Молчание куплено страхом. Страхом перед теми, кто нанимал их тогда и может найти сегодня. Страхом перед общественным осуждением. Страхом перед собственной совестью, которую заглушают алкоголем, работой, бегством в суету. Киргизия после смерти Айтматова прошла через революцию 2010 года. Президент Бакиев, при котором умер писатель, был свергнут, бежал за границу, позже приговорен к пожизненному заключению заочно. Новая власть обещала расследовать коррупционные схемы прежнего режима, но дело Айтматова не тронули. Слишком опасно, слишком много влиятельных людей замешано, слишком глубокие связи с западными спецслужбами. Расследование закрыли тихо, без объяснений, под предлогом отсутствия состава преступления. Официальная версия осталась неизменной. Великий писатель умер от естественных причин в немецкой клинике. Трагедия, но не преступление. А что, если это не так? Что, если группа людей из киргизских спецслужб, из российских структур, из западных агентств приняла решение устранить Айтматова, когда он стал слишком неудобным, слишком много знал, слишком близко подошел к линии, за которой начинаются разоблачения? Что, если те документы, которые он сжег перед отъездом в Германию, были лишь частью архива, а основной массив он спрятал в надежном месте, оставив инструкции о публикации после смерти? И кто-то узнал об этом, испугался, решил действовать. Нет доказательств. Есть только цепочка странных совпадений. Досье, уничтоженное через 2 часа после смерти. 2 мужчин в палате за 3 дня до конца. Медбрат, получивший деньги за молчание. Врач, исчезнувший из страны. Камеры, сломавшиеся в нужный момент. Вскрытие без независимых экспертов. Кремация вопреки желанию семьи. Каждый элемент можно объяснить отдельно, но вместе они складываются в картину, которая указывает на одно — смерть Айтматова была организована. Кем? Зачем? Эти вопросы остаются без ответов. Возможно, правда выйдет через десятилетия, когда откроются архивы, когда умрут все причастные, когда новое поколение начнет копать в прошлом, свободное от страха перед теми, кто правил тогда. Возможно, кто-то из свидетелей на смертном одре решит рассказать все, не боясь последствий. Возможно, в каком-то сейфе, в каком-то тайнике лежит пакет с надписью «Вскрыть после моей смерти», и в нем документы, которые Айтматов успел спрятать, доказательства, которые однажды всплывут и перевернут официальную версию. А пока остается только это — история великого писателя, который жил в эпоху, когда талант делал тебя заложником, слава превращалась в клетку, а знание секретов подписывало смертный приговор. Чингиз Айтматов создал шедевры, которые будут читать через столетия, но заплатил за это цену, которую никто не должен платить — свободу, покой, уверенность в завтрашнем дне и, в конце концов, саму жизнь. 10 июня 2008 года в Нюрнберге умер человек. Мир потерял гения. Но правда о том, почему и как это произошло, все еще ждет своего часа.
Ждет того, кто будет достаточно смелым, чтобы поднять ее из тьмы. Ждет времени, когда молчание наконец станет невозможным. И тогда, может быть, мы узнаем последний диагноз Чингиза Айтматова. Не медицинский, а политический. Диагноз, который превратил великого писателя в жертву эпохи, когда власть убивала неудобных, а правду хоронили вместе с мертвыми. Пока этого не случилось, остается только помнить: за каждой официальной версией смерти публичного человека может скрываться история, которую не хотят рассказывать. И задавать вопросы. Всегда задавать вопросы. Даже если ответов пока нет.